23 обстрела за день. Самая сложная ситуация на Мариупольском направлении, сообщает штаб АТО. Боевики дважды из тяжелой артиллерии открывали огонь по Мирному и Сионитному, а ночью от обстрелов содрогались жители Чермалыка. Оттуда вернулась Татьяна Уралова. В Чермалыке канонада грохотала всю ночь. Жители до утра сидели в подвалах, не сомкнув глаз. С 2 до 6 часов. Все рядышком, все слышно было очень, все очень страшно. Бессонная ночь была, как говорить. Уже не спим с 2 часов, и это практически каждый день. Повторяется это уже как график. Целую неделю. Несмотря на угрозу новых обстрелов, празднование Дня флага решили не отменять. На концерт оркестра национальной полиции Донецкой области пришли почти все жители Чермалыка. Мы сейчас с вами даже находимся в опасной зоне. Буквально вот через речку на том берегу. В нас, наверное, в бинокль смотрят боевики. Довольно опасное место. Под огонь в эти дни попали жители не только на линии разграничения, но и в глубоком тылу. Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии село Гранитное. Оно в 20 километрах от передовых позиций. Це місце погоджене всіма сторонами. І тими сторонами, що ми сприймаємо як сторони переговорні, і тими, що долучені до мінських переговорів в якості там якихось третіх осіб, я маю на увазі так звані народні республіки. Всіма сторонами погоджено як місце відведення техніки. На этой неделе боевики все чаще попадали в дома мирных жителей в Луганской области. В селе Золотое в результате обстрела погибла женщина. Пуля настигла ее в квартире, сообщают местные власти. На других участках фронта ранены 8 солдат. Самая горячая точка – Авдіївська промзона. Ворог почав обладнання позиції на відстані 80 метрів від нашої. Туди оперативно вирушили українські бійці і прийняли бій, який тривав приблизно 40 хвилин. У підсумку сили антитерористичної операції знищили 3 окупантів і взяли трофейний кулемет калібром 12,7 мм. З нашого боку обійшлося без втрат. Армейцы не исключают, пик напряжения будет завтра. В День независимости противник может прибегнуть к вооруженным провокациям. Из Донецкой области Татьяна Уралова, Александр Давиденко. События. Канал Украина.